Уйгурская община по всему миру провела 8-й ежегодный уйгурский саммит 27 и 28 июля. Всемирный уйгурский конгресс также провел выборы своих представителей в Турции и Японии. Кроме того, уйгуры Кыргызстана и Узбекистана избирали представителей в конгресс из своей среды. На расширенном заседании исполнительного комитета, состоявшемся 1 июня, было единогласно принято рекомендательное решение председателя ДУК и исполнительного комитета. Был сформирован подготовительный комитет Конгресса представителей. Мехмет Эмин Омер, 60-летний пекарь, который в течение многих лет трудился в Турции, был задержан и отправлен в Центр репатриации. Родившийся 20 февраля 1964 года, Мехмет Эмин Омер отправился в Кайсери, где ранее подавал заявление на получение турецкого гражданства. Позже, 19 июля 2024 года, на обратном пути из Кайсери в Стамбул его задержали полицейские до результатов проверки в Анкаре. Мужчину отправили в Центр депортации Акюрт в Анкаре. Французский исследователь Лео Майе, который близко знаком с Мехметом Эмином Омером и проводит исследования в области уйгурского хлебопечения, обратился к турецкому правительству на уйгурском турецком языке. Банковская система Китая, второй по величине экономики в мире, бьет тревогу. По сообщениям мировой прессы, финансовое цунами может произойти в любой момент. За первые 6 месяцев этого года не менее 40 китайских банков с высоким риском были поглощены крупными учреждениями. 3800 банков с активами в $7,5 триллионов также испытывают проблемы разного уровня. Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Италии Джорджиа Мелони встретились впервые с тех пор, как Италия вышла из возглавляемой Китаем инициативы «Один пояс, один путь» в прошлом году. Во время встречи в Пекине в понедельник Мелони подчеркнула необходимость исправления торгового дисбаланса между двумя странами. Она выразила надежду на изучение новых форм экономического сотрудничества, а также на работу по балансировке торговых отношений. Столкновения вспыхнули в пакистанском порту Гвадар в провинции Белуджистан после протестов против проекта, базирующегося в Китае. В ходе протестов, начавшихся 24 июля, произошли столкновения с силами безопасности. 1 военнослужащий убит, 16 ранены. Китай инвестировал в порт Гвадар $65 миллиардов. Протестующие утверждают, что задержано более 300 человек. Китай возразил против совместного заявления министров стран четырехстороннего диалога по безопасности, которые решительно выступают против односторонних попыток изменить статус-кво силой. Декларация была явным намеком на активизацию военно-морских действий Пекина. Это заявление последовало за переговорами в Токио в понедельник между высокопоставленными дипломатами из Японии, США, Австралии и Индии.